Приветствую, смотрите подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. Я для вас записываю прогноз на 9 сентября. Сегодня чуть позже. Ну, так вышло. Да, иногда и у меня, да, бывают сбои. Причем очень интересно, что так совпало. Знаете, такой особенный день, очень важный. Это у нас день 3 девяток. 9 число 9 месяца 9 года. Почему 9? Потому что 2025. Если мы суммируем, получается девяточка. Потом у нас с вами 9, 9, 9, 3 девятки. И самое интересное, что если мы складываем 9 плюс 9 плюс 9, чтобы высчитать карту дня, у нас получается 27. И если мы 27, так как у нас нет такого аркана старшего, если мы суммируем между собой 2 и 7, мы тоже получаем 9. Да, то есть у нас такой день девяток. За 9 аркан у нас отвечает отшельник. Девяточка вообще про что? Девяточка — это у нас последнее число среди простых. Да, дальше мы снова начинаем. Десятка — это единичка и нолик, да, с которыми мы уже сталкивались. Поэтому девятка — это всегда про конец, про точку, про завершение, про это как бы, знаете, как когда ты стоишь на пороге и уже собираешься уйти, да, то есть уйти в какое-то, в новое путешествие, в новую жизнь, скажем так. Поэтому, мне кажется, этот день будет очень интересный. Могут происходить масштабные события, которые, например, могут касаться всех жителей планеты Земля. Ну, такой он, знаете, он энергетически сильный, плюс он еще выпал в коридор затмений, что тоже усиливает, да, добавляет ему этой, да, вот энергетики такой вот напряженной. Ну, будем сейчас смотреть. Мне кажется, что в этот день должны быть какие-то хорошие события. Потому что отшельник — это накопленный опыт. Весь накопленный опыт, он как будто бы систематизируется в этот период, да, раскладывается по полочкам. Так, ну что, поехали, начинаем с Овнов, будем смотреть, что же это за день такой интересный. 9 сентября, первые Овны, это у нас вторник. Покажите мне, пожалуйста, как пройдет этот день у Овнов. И, пожалуйста, не забывайте, коридор затмений, да, очень сейчас сильная такая энергетика. Если вы обратили внимание, например, да, вот кто следит за новостями в телеграм-каналах, очень много аварий, очень много каких-то неприятностей. Почему? Потому что мы вот сейчас находимся в этом коридоре. Вот я буквально, да, только что смотрела. Вчера у нас 2 страшные аварии были. Сейчас тоже вот город парализовали пробки, потому что несколько аварий в нескольких точках. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны на дорогах, за рулем, вообще в общении друг с другом, потому что сейчас мы будем немножко неадекватные. И не соображаем, мы просто не соображаем, что мы делаем. Так, 9 сентября, Овны. События дня для Овнов, вторник. Что я прям ничего не вижу. Весы первое, что увидела. Угу. Лавровый венок. Сердце также есть. Угу. Подкова есть по горизонтали. Подкова. Здесь нет. Сердце есть. Ну, вот видите, какие хорошие события. Вот я чувствую, что день должен быть в целом хороший. Так, и здесь нет. Получается, что я... ну, сейчас я посмотрю, все вам там видно. Ага, вроде бы все. Так, что у нас первое было? Будет сложный выбор, вы будете стоять перед выбором в этот день. 2 варианта, и нужно будет принимать решение. Но опять же, отшельник показывает, что вы точно найдете ответ на какой-то вопрос или на какую-то ситуацию, где нужно будет принимать решение. Дальше вас ждет успех в делах, вас ждет удача. Также общение с друзьями, любовь и общение с каким-то, может быть, очень важным, влиятельным человеком, там, чиновником, каким-то специалистом, кто-то, у кого есть власть в руках.
скажем так. Поэтому у вас очень хороший день. Ну и как бы из сложного это принятие какого-то решения. Может быть, как вариант, да, вот этот человек в короне может вам помочь принять это решение. Или он вас поставит перед каким-то выбором, где нужно будет принимать решение, как вариант. Может, они же могут между собой эти события перекликаться. Так что у вас, видите, ничего тут плохого, слава богу, не выпало. Смотрим дальше. Дальше тельцы. 9 сентября. Тельцы. События дня. Угу. Нерешенный вопрос какой-то может быть. Молнию нельзя. Дерево. Подкову нельзя. Также есть еще цыпленок. Свиток есть. Свиток. Замочек нельзя. Так, и здесь нельзя. Ну, не нельзя, а нету в смысле. Получается, что я нашла 4 события для вас увидела. Первое показывает, что может какой-то вопрос не решиться в этот день. И вы могли уже много раз к этому вопросу подходить, и как-то вот он не получается. Если мы посмотрим ножнички, смотрите, как они рядышком, да, выпали друг с другом. То есть, если бы эти карты поменялись местами, то можно было бы соединить. То есть вы уже в шаге от решения этого вопроса. Очень близко, но не во вторник. Дальше приглашение. Вас куда-то могут позвать, пригласить. Также деловая встреча может быть. Ну вот опять же приглашение на встречу. Хотя это больше связано часто с приглашением, например, где-то погулять, отдохнуть на день рождения там, и так далее. И общение с детками в этот день. Дети, семья. Если, допустим, детей нет, это общение с семьей, с родителями, там, с любимым человеком. Такие семейные посиделки. Так что все хорошо, вот за исключением только нерешенного вопроса. Ну, тут важно понимать, что всему свое время. Иногда, вот знаете, как бы нам не хотелось, чтобы вот прямо сейчас что-то решилось. Если еще время не пришло, то хоть стойку на голове делай, оно не произойдет. Так, хорошо. Смотрим дальше близнецов. Близнецы. 9 сентября. 9 сентября. События дня. Близнецы. Дерево. Первое событие близнецы у вас во вторник. Завтра. Дальше. Ну или кто смотрит 9, да, то это уже сегодня. Молния. Весы нельзя. О, цветочек есть. Цветочек. Так, ну тут у нас с вами 2 события. Сердце и яблоко. Угу, есть еще свиток. Угу, мешок с деньгами. И есть метла. Это предупреждение.
Сейчас я проверяю горизонталь, вертикаль и рассказываю. Значит, рассказываю, что может быть во вторник. Приглашение вы можете получить. У вас может исполниться желание, будет общение с друзьями, ссора небольшая, слезы могут быть. Ну, опять же, не забываем, коридор затмений. Мы сейчас на эмоциях, поэтому ссориться можем очень легко, да, вот на раз-два поссориться с кем-то. Дальше какие-то события, связанные с деньгами, будут чаще. Мешок — это расходы. Получение важной информации, новостей, скорее всего, в виде смс-ки, ну, либо письмо на почту, и деловая встреча. Может быть, вот как-то это сообщение будет связано с работой, да, или с вот этой вот встречей. Ну, это рабочая какая-то, деловая, важная, то есть это не типа встреча там с друзьями, легкая какая-то, да, развлекательная. Нет, это именно деловая встреча. Так что вот такая информация для вас. У вас, видите, много хороших событий. Ну вот надо постараться избежать ссоры, но это не только, да, 9-го. Нам, в принципе, нужно стараться сейчас держать себя в руках. Так, хорошо. Смотрим дальше раков. «9 сентября, вторник, раки. Завтра покажите мне 9 сентября, что будет у раков завтра, 9 сентября. Ну, либо если у кого-то чуть раньше проигрывается, может быть даже и сегодня. 9 сентября, раки. Угу. Конвертик выпадает, первое событие. Лебедь. Солнце. Сердце. Весы. Кровать нельзя. Хотя у вас тут прям кровать могла бы и получиться. В сочетании с сердцем и лебедем. Колокольчик. Мешок с деньгами. Может быть, какой-то выбор будет связан с деньгами. Так, и подарочек еще есть. Ну, у вас прям классные события выпали, раки. Сейчас я еще посмотрю. Горизонталь, вертикаль. Ага, одно вот есть негативное. К сожалению, негативное тоже есть, колодец. Все было так хорошо, надо было этому колодцу выпасть. Значит, смотрите. Получение информации в этот день может быть, письмо, получение какого-то документа или еще работа с документами, посылка еще может быть, получение посылки. Дальше любовь, верность, гармоничные отношения в паре. Если пары нет, то это может быть день знакомства. Классное настроение, веселье, радость, подарок, пустые разговоры, болтовня, возможно, с любимым человеком рядом. И дальше сложный выбор, два варианта, между которыми нужно будет выбирать. И может быть, этот выбор может быть связан с деньгами, покупками. Ну, там, допустим, покупать, не покупать, это или это покупать, продавать, не продавать. То есть вот, опять же, когда события выпадают рядышком, они часто, может быть, выбор связанный с подарком. Да, какой подарок покупать? И деньги, может быть, вместе вот в 3 проиграются. Ну, как будут проигрываться, я не знаю. Я стараюсь называть вам отдельно, а вы уже там будете, да, вот день проходит, можно анализировать, смотреть, как они у вас проигрываются. Ну и вот, к сожалению, конечно, выпало одно негативное событие, от него тоже никуда деться не можем. Колодец — это сильные душевные переживания, глубокие. Но так как у вас событий негативных не выпало, то, скорее всего, эти переживания будут связаны с кем-то. То есть вы переживаете из-за кого-то. Поэтому я думаю так, у вас тут вроде как ничего плохого происходить не должно. Такая информация для вас. Благодарю за внимание и переходим к львам. Так, львы. 9 сентября.
вторник, события дня, львы. Так, левушки, смотрим. Угу. 2 кольца, первое, что я вижу. Сундучок. Угу. Цветочек. Это хорошо. Книгу нельзя. Кровать. Змея. Карта убежала. Да, и еще есть по вертикали корабль. Так, корабль, корабль. Ключ нельзя, потому что здесь змея. Значит, смотрите, что выпадает. У вас выпадает тайная встреча. В этот день может быть, вы с кем-то можете тайно встречаться. Или втайне от вас могут кто-то с кем-то встречаться. Дальше финансовые поступления. Плюсик будет по деньгам. Исполнение желания, интимная связь. Ну, тут опять же кровать, она может показывать там мысли об этом, разговоры. Может просто вообще желание, допустим, там пораньше лечь спать. Дальше ожидание, корабль и общение со змеей в этот день. Но змея, автор, да, закладывал в этой колоде такое значение, как общение с человеком, ну, который может нам как-то навредить, да, там, обозвать, абьюзер какой-нибудь. Но я замечала, что змея не всегда это плохо. Иногда это человек такой по своему характеру, но к нам он относится хорошо. Поэтому тут змея тоже, я не могу сказать, что это плохое событие. Оно может и нормально проиграться. Может быть, у вас в окружении есть человек по году рождения змея, а у них достаточно такой острый язычок. Они умеют резко отвечать. Поэтому, может быть, вы с ним будете общаться или с ним, и будет нормальное общение. А этот человек просто на кого-то там как-то среагирует не так. Поэтому тут не могу сказать, что это плохое. Поэтому в целом, в принципе, у вас тут ничего такого страшного, негативного не выпало. Так что можно сказать, что день хороший. Благодарю за внимание, львы. Я перехожу к девам, к нашим именинникам. Так, девы. Смотрим теперь для вас. 9 сентября, вторник, события дня. 9 число, 9 месяца, 9 аркан. Все у нас с вами сегодня девятки. Девы. 9 сентября, вторник, события дня. Так, поехали. Угу. Застолье дева выпадает. И больше ничего не показывают. Хватит, да? Застолье. Змея. Так, змея. Змея, слезы. Не очень хорошее сочетание. Ну и, честно говоря, больше я не вижу я совпадений. Получается, в этот день может быть застолье. Попадете на какое-то мероприятие,
Может быть, день рождения будете отмечать, у кого-то так совпало, или вас позовут на день рождения. Дальше змея. Общение с человеком, у которого длинный язык, и он может вас там обзывать, делать какие-то замечания. И видите, слезы выпадают. То есть вы реагируете достаточно негативно. Негативные эмоции испытываете при общении с этой змеей. То есть человек действительно вас как-то задевает, жалит. Так что, опять же, не забывайте коридор затмений. Да, я вам уже, наверное, надоела с этим постоянным напоминанием. Но сейчас вот прям это из человека вот эта вся, вот знаете, весь этот яд, вся эта гниль, она прям вот лезет, понимаете. Поэтому нужно к этому относиться просто с пониманием. Вот и все. Так что не обращайте внимания на змею. А может быть, у кого-то проиграется и плюсом, например, у вас друг змея по году рождения или подружка, и слезы вы будете смеяться до слез. Может быть, может и так быть тоже. Поэтому тут как бы очень сложно увидеть по пасьянсу, каким образом, да, вот какой стороной проиграется событие. Будем надеяться, что хороший. Благодарю за внимание, девы. Перехожу я к весам. Смотрим весы. 9 сентября, события дня, весы. Вторник. Завтра весы. У вас выпали весы. Молнию нельзя. Также есть еще 2 кольца. Якорь. Бокалы. Заякоритесь на каком-то событии. Свиток. Так. Подкову нельзя. Это нет здесь. Ага, есть еще казенный дом. Книга есть. Здесь не вижу. Ножницы нельзя соединить, потому что уже, видите, свиток был. Поэтому мы же не можем эту карточку крутить. Значит, получается, в этот день у вас будет сложный выбор. 2 варианта, нужно будет между ними выбирать. Дальше, казенный дом – это посещение госучреждения в этот день может быть. Тайная встреча может быть. Застолье, деловая встреча. Может быть, смотрите, тайная встреча, деловая в казенном доме. Может быть, вы в казенный дом пойдете в тайне от кого-то. Ну ладно, не буду придумывать. Давайте так. Посещение госучреждения, тайная встреча, деловая какая-то встреча рабочая. Якорь показывает, что какой-то период времени, видите, ничего происходить не будет. Да, будет такое ощущение, как будто все остановилось, как будто замерло все, да, вот мир остановился. Ну и также может быть застолье в этот день. В принципе, ничего плохого я здесь не вижу. Ну, тайна, конечно, знаете, всегда вот лучше вот эти тайны стараться избегать. Тем более отшельник у нас с фонарем. А фонарь всегда показывает, что все, что тайна, оно будет подсвечено, оно все равно выйдет наружу. Поэтому все равно, да, вот вы эту тайну скрыть не сможете. Или если от вас кто-то будет пытаться что-то утаить, все равно вы это узнаете. Поэтому лучше, конечно, всякими тайнами не заниматься, тайными делами. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Ну что, скорпиончики, смотрим. 9.09.09. Что у нас с вами за день? Скорпионы. Вторник. Завтра. События дня. Как завтра пройдет день у скорпионов? 9 сентября. Как пройдет? Как пройдет?
Сразу же любовь выпадает, 2 сердца. День любви у вас будет. Яблоко нельзя, и слава богу. Ага, удача, смотрите, есть подкова. День очень удачный. Молния. Молния — это информация, новости, удачная информация. Якорь. Знаете, первая мысль почему-то у меня пришла. Вообще якорь — это фиксация, остановка, да, когда мы где-то долго находимся. Но у меня первая мысль была, что это будет точка. Как будто бы получится что-то закончить. Ну, плюс у нас еще и отшельник — это о завершении какого-то цикла, либо какого-то дела. Ну, вот я не знаю, почему мне эта мысль пришла. Возможно, у кого-то проиграется. Это как, знаете, корабль приплыл и бросил якорь. Да, то есть все, доплыл, доехал. Ага, и видите, еще казенный дом. Точка в казенном доме. Ну, или, конечно, как вариант, много времени проведете в казенном доме. Это госучреждение. Налоговая, больница, суд, школа и так далее. Все вот эти учреждения. Там какой-нибудь горводоканал там и т.д. и т.п. Так, и давайте еще сейчас досмотрим. Опять сообщение, конверт. Получение документов, новостей, посылки какой-то. Ну, получение, ключевое слово получение. И еще и корона. Да, то есть в казенном доме общение с важным человеком, имеющим статус положения. И, возможно, от него и будет какое-то получение. Документ, может, получите какую-то справку, бумажку там или что-нибудь такое. Сейчас я пробегусь, досмотрю. Лебедя нельзя. Но в целом шикарный день, слушайте. Любовь, во-первых, все хорошо будет в личной жизни. Дальше показывает, что день будет удачный. Удачный, скорее всего, в делах и в информации, посещение госучреждения, общение с важным человеком, получение чего-то, возможность поставить точку и какая-то информация важная может прийти в виде смс или в виде письма на почту. И эта информация может, допустим, принести вам удачу. Так что у вас 9.09.09 будет шикарный день, Скорпион. Благодарю за внимание и перехожу я к стрельцам. Так, смотрим. Стрельцы. 9 сентября. Стрельцы. Покажите мне, как для стрельцов пройдет этот день. Стрельцы. Стрельцы. Как пройдет день. У вас, к сожалению, выпали 2 меча, первое событие. Угу. Еще и книга. Может быть, ссора, скандал в госучреждении. Ну, также есть и хорошее событие, цветочек. Также есть корабль, ожидания, да, смотрите, событий никаких нет и ожидания, как будто бы вы чего-то выжидаете. Смотрим также горизонталь, вертикаль, ножницы есть. Угу. Ну, давайте, наверное, сюда мы их здесь соединю, рядом с казенным домом. Здесь нет и здесь нет совпадений. Получается, у вас в этот день выпадает госучреждение, казенный дом,
Это у нас может быть посещение там банка, больницы, налоговой, там, горводоканала, школы, сада и так далее. И смотрите, идет решение вопроса, ножницы. В казенном доме решится вопрос. Исполнение желания тоже, да, хорошее событие. Минус это скандал, ссора, выяснение отношений, 2 меча, 2 разных мнения, и, ну, как бы договориться вы не можете. Опять же, напоминаю, коридор затмений. Да, сейчас надо стараться скандалы обходить стороной, потому что это прям вот может раздуваться до каких-то там катастрофических размеров. И в конце еще выпадает ожидание, вот как будто бы вы чего-то долго-долго ждете. И вряд ли получаете. Потому что так выпадает же ожидание, а не результат. Так что вот, возможно, еще будете чего-то долго ждать в этот день. Благодарю за внимание. Ваша задача постараться избежать вот этих мечей. Переходим дальше к козерожкам. Козероги. 9 сентября. Вторник. События дня. Козероги. Покажите мне, как завтра пройдет день для козерогов. Козерожки. Яблоко. Первое событие. Бокал. У вас много событий выпали по диагонали. 2 кольца. Ой, и колодец здесь. 2 кольца, колодец. Угу. Кстати, очень многих знаков выпал цветочек. А он вообще очень-очень редко выпадает. Вот я сразу сказала, что вот этот день он будет таким особенным каким-то, потому что он внутри девятки. Да, важный день. Поэтому у очень многих могут исполниться желания. Вы можете получить то, к чему долго шли, скажем так, в этот день. Ну, минус, к сожалению, у вас тоже есть. От этого мы не можем никуда деться, потому что выпала и расческа, и яблоко, и колодец. Поэтому, ну вот вы и еще один знак, не помню, по-моему, стрелец. У кого-то еще тоже выпадал негативное событие. А так у большинства все события классные. То есть в целом можно сказать, что день хороший, если мы берем всех людей. Так, колокольчик нельзя. Значит, получается, у вас, смотрите, из хорошего что? Да, вот какие классные события. Это может быть застолье и исполнение желания. Исполнится какое-то желание у вас. Также может быть еще тайная встреча. Может быть, тайная встреча и застолье как-то это вместе будет проигрываться. Из негатива что выпадает? Неприятность. Может быть сильное разочарование, печаль. И слезы. Ну, то есть, скорее всего, это одно событие. Произошла неприятность, да, вы расстроились, и, ну, вплоть до слез, до каких-то таких сильных эмоций. Опять же, почему это все? И, скорее, это может быть связано с этим тайным свиданием, с тайной встречей. Почему? Потому что все тайное, скорее всего, по отшельнику станет явным. Он своим фонарем все подсвечивает, все показывает. Так что, если вы планируете в тайне пойти на какое-то застолье, на какие-то посиделки, мероприятия, лучше в тайне этого не делайте, потому что, скорее всего, что-то тайно откроется, да, и это создаст вам неприятности. Поэтому вот как бы либо обратная ситуация будет, когда в тайне от вас кто-то решит посетить какое-то мероприятие, скроет это, вы об этом узнаете, да, потому что отшельник подсветит, ну, случайно узнаете, и потом, да, вот будут переживания, слезы. Поэтому и так может быть. В общем, в этот день точно лучше не врать. Не врать, ничего не скрывать, не прятать, не утаивать, потому что все равно это все выйдет наружу. Вот такая вот информация для вас. Будем надеяться, что эта неприятность обойдет вас стороной. Смотрим дальше. Дальше у нас будут водолеи.
Смотрим, водолейчики. Водолеи. 9 сентября, события дня, водолеи. Покажите мне вторник, завтра, какие события будут у водолеев. Я вообще не вижу у вас событий. Угу. Рыба, пока только одно увидела, шарики. Ну, тоже такое, знаете, сочетание, хорошие новости и какое-то скользкое дело. Не очень мне это нравится, это сочетание. Угу. Также есть еще подарочек, это плюс. Подарочек. У многих выпало знаков либо подарок, либо исполнение желания в этот день. Тоже такая интересная особенность. Так, цыпленок есть. Цыпленок здесь нет, и здесь тоже нет. Ну, в целом 4 события это норма, 4-5 в основном выпадают. Получается, первое событие было скользкое дело, это предупреждение. Рыба говорит, что вас могут в этот день затянуть в какую-то схему, вас могут обмануть мошенники, вам могут сделать какое-то выгодное предложение, но это будет обманом, и вам надо быть осторожными. Поэтому по рыбе всегда надо, знаете, как ушки держать на макушке. И да, вот стараться увидеть вот эти сети, которые хитро вокруг вас расставляют. Дальше хорошие новости, радостные будут в этот день. Может быть общение с семьей, с детьми, ну, активное какое-то времяпрепровождение и подарки. Поэтому, видите, 3 события хорошие. Классные новости, семья, общение, подарки. А вот рыба тут, конечно, остерегайтесь тех людей, которые попытаются вас втянуть куда-то, в какие-то приключения. Благодарю за внимание, водолеи, и переходим к рыбкам. Остались у нас только рыбы. 9 сентября. События дня. Рыба. К сожалению, колодец выпал. Угу. Также весы. Лебедь. Лебедь — это хорошее событие. Ага, вот из-за чего. Понятно. Тут метла. Метла и колодец. Ну, хоть понятно стало, из-за чего негативные эмоции. Так. Проверяю горизонтали, вертикали. Удачу, к сожалению, нельзя соединить. Месяц нельзя. Так, ну и здесь нет. Совпадение получается. У вас 4 события. Первое. Печаль, разочарование, грусть, тоска, к сожалению, по колодцу. Ну, нам показали из-за чего? Из-за ссоры. Видите, метла рядом выпадает. То есть будет с кем-то ссора, будет споры, выяснение отношений. И, скорее всего, что из этого у вас будет разочарование. Опять же, вы можете этого избежать.
Напоминаю, начался коридор затмений, да, с 7 числа, поэтому нужно сейчас стараться вот эти 3 недели до 21-го уходить от конфликтов. Не, да, если другой человек на тебя как-то нападает, что-то от тебя хочет, вот просто уходить от этого конфликта. Иначе, если мы будем во все это погружаться, то мы будем выходить оттуда с негативными эмоциями, потому что мы, скажем так, реагируем неадекватно сейчас на все происходящее. Дальше, значит, из хорошего у вас выпали гармоничные отношения в паре, верность, может быть какое-то событие в паре в этот день. И еще вы будете стоять перед сложным выбором. Будет 2 варианта, и вам надо будет выбирать, так поступить или так, там, делать что-то или не делать, там, покупать, не покупать, продавать, не продавать. Не знаю, брать, не брать, ну, в общем, вы поняли. Какой-то сложный выбор, и вы будете колебаться между 2 вариантами. Так что вот такая вот информация для вас, рыбки. Ваша задача постараться избежать ссоры завтра. Вот так. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.